телепроекта «Сказка Бэйби» – магазин для мам и малышей. Сказка – это новая жизнь. Сказка – это любовь. Сказка – это счастье. Сказка – это забота о мамах и малышах. Магазин «Сказка Бэйби», Лермонтова, 49. Всем привет! Меня зовут Вика Андреева, и вы смотрите шоу для современных мам и пап «Мы справимся». Сегодня наша команда приготовила для вас очень интересный выпуск про семейный бюджет. Сегодня у нас в выпуске «Осторожно, мамы». Шопоголик «Горе в семье». Это как мое хобби. А стихийные покупки я не совершаю. Они всегда идут осознанно. Но все равно между делом у меня есть, конечно, такие национальные покупки, наверное, как у всех женщин. Да, тем более сейчас такой соблазн всего у нас вокруг. А вы поощряете своего ребенка деньгами? Это самая главная ошибка родителей при воспитании детей. Изнанка рекламы или как не скупить все, что рекламируют в интернете. Но как только мы начинаем получать качественный дофамин, вот здесь начинает твориться магия. Финансовый консультант Гульмира Иванова расскажет нам, как подступиться к ведению семейного бюджета, куда инвестировать, на что потратить, а где сэкономить. Ежемесячно ребенку нужно выделять эти деньги. При этом вместе с ребенком составлять его финансовый план. Елена Петухова – вице-мисс Якутия 2003 года и вторая вице-миссис Якутия 2011. Мама троих детей. В прошлом Елена не раз поддавалась искушению в магазинах одежды. А став мамой, ей хотелось купить все самое лучшее для своих крошек. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы шикарно сегодня выглядите. Спасибо. Насколько часто вы позволяете себе покупать дорогую одежду? Ну, как любая женщина, я хочу всегда выглядеть, стараюсь выглядеть хорошо. Ну и, соответственно, приобретаю товары мне понравившиеся, но не сказала бы, что я одеваюсь только в дорогих магазинах, я покупаю и в обычных, масс-маркетах. Для меня это не проблема. Да, девушки часто совершают эмоциональные покупки. Да, есть такое. А вы, когда видите вещь, вы не можете устоять? Когда я была еще, более в раннем возрасте, можно сказать, может, у меня где-то не хватало денег что-то приобрести, то, что я хочу, но сейчас я стараюсь немного контролировать себя, но все равно я введусь на какие-то рекламные ролики, на маркетинг. Вот в Инстаграме очень часто блогеры рекламируют какие-то там и так рассказывают вкусно, да, что хочется все скупить. И хочется в то же время, если касается это детей, чтобы у твоего ребенка тоже это было, и чтобы это было самое лучшее. И мы стараемся, мы работаем сейчас только как для своих детей, и для того, чтобы они не отставали, можно сказать, от других и развивались, чтобы у них было все, что они пожелали. А расскажите историю той покупки, которая оказалась совершенно лишней. Когда мы были молодые, еще раз повторюсь, старший сын у нас, мы где-то экономили. Я тогда не работала, муж один работал, поэтому мы где-то себя ограничивали, А сейчас с рождением третьего сына я, можно сказать, успокоилась, уже повзрослела и где-то начала совершать такие более обдуманные покупки, но в то же время я могу что-то резко приобрести. Например, сейчас очень в моде этот матрасик, кокон, для детей, и все очень рекламируют данный продукт. И мне тоже захотелось резко купить, и я когда была в положении, уже ближе к родам, я это все так спонтанно купила, но оказалось так, что я могу, в принципе, и без него обойтись. И то, что у нас ребенок, он рослый, и он не долежал до полугода, например, он месяц-два полежал на нем, и все. И то из этого месяца он полежал пару раз, можно сказать. То есть абсолютно и сейчас еще я узнала о том, что неврологи не очень советуют этот матрасик, по каким-то причинам, что ребенок должен лежать на прямой поверхности, на твердой. Поэтому мы практически его, можно сказать, не использовали. Лиза, расскажи, пожалуйста, а ты деньги копишь? Да? Я копила деньги, и у меня в копилке не вмещалось. Не вмещалось? А ты монетки копила или бумажные?
Ну, И то, и другое. монетки и бумажки. Ага. У меня была большая копилка, но теперь у меня маленькая, потому что ту копилку я уже накопила и открыла. Лиза у нас очень такой ребенок, что она может копить очень долго и не открывать заранее. Вот сын у нас, например, может там понемножку доставать, на сладости там купить, еще сок купить. А дочь у нас копила до последнего и купила себе уже хорошую игрушку, да, большую. Елена, а вы поощряете своих детей деньгами? Да, мы стараемся поощрять детей за достижения. Сын у нас, если хорошо закончил четверть, дочку мы пока поощряем только за достижения в спорте. Она у нас бальными танцами занимается. Только пошли в первый класс. Пока за учебу будем поощрять чуть попозже. Ну и стараемся, да, чтобы они знали, что такое деньги, как их использовать. В нашей семье у нас вот это очень практикуется. У меня даже сын старший, например, он знает цену деньгам. Да, он что зарабатывают пытается как-то заработать сам, хотя ему всего 11 лет. Он вот в этом году летом хотел найти даже подработку, это он мне говорил, конечно, кто ребенка возьмет, да, 11-летнего на работу, и он ждет, что ему исполнится 14 лет, и он обязательно будет подрабатывать, летом обязательно работать. Как это здорово, когда дети уже хотят трудиться. Да, он очень хочет. И вот я думаю, что доча, глядя на старшего брата, тоже будет стремиться. Да, к такому. Елена, а вот вы говорили, что были когда-то эмоциональные покупки у вас, а сейчас их почти нет. Какой вы стали сейчас в обращении с деньгами? Я, наверное, в семье, я больше экономист, да, я даже по образованию экономист, и поэтому я стараюсь переждать. Вот если я вот что-то захотела очень сильно, я держу паузу, сравниваю цены, сравниваю качество и стараюсь брать, чтобы была цена оптимальная, соответственно, качество хорошее. Но все равно между делом у меня есть, конечно, такие эмоциональные покупки, наверное, как у всех женщин. Да, тем более сейчас такой соблазн всего у нас вокруг. Это правда. Да. Бывает сложно удержаться. И об этом мы узнаем дальше. У детей рано появляется желание что-нибудь купить. И разговоры о семейном бюджете с ними надо начинать очень рано, с 3-4 лет. Почему? Потому что тогда дети уже в состоянии понять многие вещи. Я планирую рассказать о деньгах своему сыну сразу же после того, как он потребует от меня купить ему дорогую игрушку. Шучу, конечно. Не знаю, как у нас это получится. А вы говорите с детьми о финансах? А вы пробовали платить ребенку за уборки, оценки, за какие-то его успехи, достижения? Нет. Зачем приучать ребенка к тому, что если он мне что-то будет помогать, я буду ему за это должна? Платить за уроки нет. Я не плачу деньги Ренату за какие-то его там достижения, такого нет. Я считаю, что у каждого в доме должны быть свои обязанности, и за это не должны ничего платить. Все мы бесплатно друг другу помогаем. Иной раз я могу сказать, да, то есть погладь мне руку или сделай мне массаж, и я дам тебе, да. А так, чтобы помой посуду, и я тебе за это заплачу, у нас такого нет. Конечно. Я совершала покупки по рекомендации блогеров. Смотришь все равно в Инстаграме отзывы и покупаешь, довольна остаюсь. Не всегда, но в большем случае, да. Всякие интернет-магазины захожу, смотрю, листаю, в корзину добавляю, но так, чтобы дальше дело до оплаты дошло, нет еще. Я даже иногда сейчас ведусь, вот недавно моя покупка была. Да, эмоциональные покупки у меня были очень частые, но в основном это касалось одежды, и даже машину я как-то купила из-за цвета. Это как мое хобби. В Инстаграме у меня нет таких стихийных покупок, но вот что касается интернет-магазинов, одежда, обувь, я постоянно, каждый день, вот, девочки, поверьте, я каждый день сижу и что-то складываю в корзину без конца. Да, я смотрю рекламу, если есть в этом какая-то польза. Да, я куплю этот продукт. Обладание той вещью, которая в дефиците, это, видимо, СССРских времен. Я могу сделать покупки и закинуть в корзину на день.
на 2, потом забыть. У меня иногда бывает ощущение того, что я как бы приобрела, удовольствие получила от шопинга, ну и забыла. Стихийные покупки нет, я не совершаю. Они всегда идут осознанно. Любая, наверное, женщина поддается влиянию, когда сильно хочет соблазна. Ну, как бы так нет, все равно разум-то включается, думаешь. А получалось ли вам зарабатывать деньги, находясь в декрете? Ну да, я скорее вот вообще в принципе стала хорошо зарабатывать именно в декрете, стала стилистом, и мне казалось, что ну хотя бы отбить свою зарплату, да, и я буду счастлива, но я стала зарабатывать больше, 2-3 раза. Я начала заниматься наращиванием ресниц, когда Ренату было 5 месяцев. Тоже работаем над этим, пытаемся что-то делать, думаем. Благо муж как бы и мама помогают родители. Копите ли на мечту, на какую-то определенную цель? Попытки всегда бывают, но они почему-то до результата не доходят. Накопления для меня очень сложно даются, я всегда трачу все, что зарабатываю. Ну, не всегда получается каждый месяц, но так, да. Копить мы не копим, как-то все так само получается, когда нам надо, у нас деньги откуда-то появляются. Ну, копить мы не копим, я не умею копить. А кто ведет учет семейных расходов в вашей семье? Наверное, папа, потому что я об этом ничего не знаю. Финансами, конечно же, муж больше занимается. Муж. Я вообще. Несмотря на то, что в нашей семье я веду бюджет, мы с мужем планируем вместе всегда какие-то крупные покупки. Деньги, которые зарабатывает муж, это деньги семьи, да, как правило говорят. А деньги, которые зарабатываю я трачу на себя, ну и в семью тоже вкладываю. Ну, мы, честно говоря, особо не ведем. У нас нет такого. У меня нет этой тетрадки. Гречка там. В семье веду доходы и расходы, я записываю все. Я просто не люблю вот это сидеть, записывать, мне хватает этого на работе, а жене нравится это вести тетрадку, там, расписывать, куда что, какие деньги тратятся, откуда поступают. В конце месяца у нас идет отчет, мы это все видим и понимаем, в принципе, это хорошая идея жены. Здравствуйте, меня зовут Вика, и я шопоголик. Нет, шучу, конечно. Я больше скупердяй. Но даже у меня был когда-то в студенчестве период, когда особо денег не было, я хотела скупить все, что видела. Если вы, находясь дома, часто натыкаетесь на вещи, о происхождении которых не знаете, не помните, то следующий сюжет для вас. О причинах шопоголизма нам расскажет психолог Марислава Никандровна. В 2015 году она окончила педагогический институт Северо-Восточного федерального университета, а в 2017 году Институт психологии. Сейчас работает педагогом-психологом в школе номер 15. Марислава, здравствуйте. Я сразу хочу узнать, что шопоголизм – это все-таки проблемы психологические, да? Да, совершенно верно. Это такая же зависимость. Зависимость? Да. Психологи часто сравнивают шопоголизм с алкоголизмом, с наркоманией, с игроманией. То есть у шопоголизма такие же признаки, как и у зависимости. Угу. То есть человек не может жить без покупок? Не то, что от покупок. То есть шопоголизм – это зависимость от эмоций и от состояния, которое получает человек при покупке того или иного товара, скажем так. Так, или, например, а там только дело в товарах, или можно там пойти в ресторан и купить себе вот эмоциональное впечатление там, от еды? Можно. Да. То есть если человек не контролирует трату своего бюджета, это уже можно отнести, наверное, к шопоголизму. Ясно. А какие причины могут? Причин очень много, на самом деле, потому что деньги сейчас стали неотъемлемой частью жизни нашей, да, скажем так. Первая причина, самая главная, наверное, это неудовлетворенность потребности во внимании, в любви, в признании. То есть человек таким образом замазывает свою пустоту, скажем так. Получается, если человек мало общается, не слышит слова любви,
его мало обнимают. Да, совершенно верно. Человек таким образом замещает. Да, То он есть он пошел себя и купил. успокаивает, утешает таким образом, это когда он покупает себе утешение. что-то да, в магазине или где-то еще. Да, у меня был такой случай, когда все было так плохо на учебе, это было давно, и я пошла и купила себе, у меня денег, конечно, не было, я была студенткой, я купила себе лак для ногтей, и мне стало лучше. Правда? Я еще такая, ну зато у меня есть такой красивый лак для ногтей. И я еще прям так остро почувствовала это, что я действительно взяла и себя утешила. Ну, иногда же это работает. Иногда работает, но главное не перебарщивать. У нас просто люди иногда не умеют останавливаться. Вот в чем причина. Вторая причина это детоцентризм. Родители хотят окутать своего ребенка заботой, вниманием. То есть детоцентризм – это когда мама хочет стать идеалом, при этом то, что ребенок у него звезда, то, что у него все есть, то есть я создаю все для него условия, это немножечко другое. Вот третья причина как раз-таки – это, скажем так, синдром нищенки. То есть у меня в детстве не было, мне родители этого не покупали, поэтому я это куплю своему ребенку. Еще одна причина распространенная – это потеря самоконтроля. То есть, когда человек не умеет себя контролировать, когда он не понимает, что такое личные границы, когда он не умеет принимать чужую личную границу. То есть это отделение собственного «я», моего желания от чьего-то другого. Приведите пример, я сейчас не совсем понимаю. Скажем так. Я живу в обществе, где полным-полно красочной рекламы, где мне рекламируют различные товары. Купите вот это, потому что вы этого достойны. Человек, видя такую рекламу, он смотрит на нее и говорит, действительно, я же этого достоин. А по факту человеку, возможно, это и не нужно. То есть он не может отделить свое собственное «я», свои собственные желания от того, что навязывает общество. Еще одна причина есть – это гиперопека. Гиперопека родителей. Гиперопека тоже бывает различного вида. Скажем так, тот вид гиперопеки, когда родители стараются угодить ребенку, то есть удовлетворить все его потребности вплоть до капризов. И еще есть демонстративная гиперопека, то есть когда родитель хочет быть тоже самым идеалом, я идеальная мать, и мой ребенок звезда. Вот в данном случае это тоже может быть причиной. Но основная причина это все-таки, конечно, то, о чем мы говорили ранее. Да, самая первая причина, что человеку не хватает любви. Совершенно верно. Потребность в любви, признании. А как помочь такому человеку? Он может сам выкарабкаться из шопоголизма или обязательно нужно обращаться за помощью к терапевту? Психолог – это не учитель, он не научит. Психолог – это не врач, он не вылечит, он не даст таблетку. Это не волшебник, который взмахнет волшебной палочкой и решит вашу проблему. То есть психолог – это слушатель, который вас выслушает, который направит вас, задавая при этом правильные вопросы. И если клиент при этом видит причину, когда он отвечает на данные вопросы, и он понимает, что нужно работать над собой, только в таком случае будет результат. Ясно. Давайте вернемся к семейному бюджету. Правильно ли платить детям деньги? Карманные деньги, безусловно, должны быть у ребенка. То есть это заложенное, скажем так, правило, да. Психологи утверждают то, что с 3 лет у ребенка уже начинает формироваться отношение с деньгами, скажем так, да. То есть, конечно же, мы не говорим о том, что дошкольникам нужно выдавать карманные деньги. Нет, не надо. Это им не является их необходимостью, скажем так. В младшем школьном возрасте тут уже да. Можно выдавать карманные деньги, но при этом... А когда это уместно? Вот за оценки? Нет. Нет? Это самая главная ошибка родителей при воспитании детей. То есть, почему? Потому что когда мы, скажем так, оплачиваем, да, грубо это звучит. Учебу. Да. То есть мы таким образом мы стараемся его мотивировать. Но это не мотивация. Это не работает? Это Сейчас не все работает. родители так делают. Ну, все практически. Вот закончишь год на 5, дадим тебе денежку хорошую. Это неправильно. То есть мы ребенка должны мотивировать не за результаты. Мы должны мотивировать ребенка за желание. То есть ребенок может ошибиться. Он может и не закончит этот год на отлично и так далее. И если он не получит
своего, скажем так, приза, ребенок что сделает? Он расстроится, он будет злым, да, он будет как-то агрессировать. Негативные Конечно, эмоции. и это неправильно. И в дальнейшем, если ребенок видит то, что ему дают деньги только за результат, он будет гнаться только за результатом. Не всегда у нас в жизни получается добиться положительных результатов, даже у взрослого человека. А для ребенка это... Это не самое главное. Да. И еще, когда появляются товарно-денежные отношения, так сказать, доверия меньше получается. В данном случае формируются неправильные отношения. Родители должны пытаться выстраивать отношения по плану ребенок в семье, а не семья для ребенка. Родители – это отличные психологи для своего собственного ребенка. Об этом мы говорим очень часто своим родителям. Спасибо огромное, Вам Марислава. спасибо. А вы знали, что камеры хранения в супермаркетах нужны для того, чтобы освободить руки покупателю? Конечно, если у вас на плече не висит тяжелая сумка, шанс, что вы купите больше продуктов, значительно повышается. Об уловках маркетинга вам расскажет Дмитрий Раскопов. Дмитрий Раскопов – диджитал-маркетолог, сертифицированный специалист по внедрению систем CRM, занимается построением маркетинговых стратегий, систем лояльности и управлением проектами цифровизации в компаниях. Сейчас занимается частной консалтинговой практикой и является основателем своего агентства. Сейчас у нас главная задача – вскрыть изнанку рекламы и объяснить молодым родителям, как увидеть маркетинговую манипуляцию. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле здесь немного про разные вещи говорим. Реклама и манипуляция. Реклама – это просто способ донесения информации до какой-то конкретной аудитории, да? Но там же часто используются манипуляции. Это не совсем манипуляции. Манипуляции, вот если мы поговорим про манипуляции, да, нам нужно в первую очередь поговорить вот о чем, как устроен наш мозг. Да. Они же цепляются прям. Да, нам кажется, что мы все такие прям супер уникальные люди. Умные. Да, каждый из нас особенный, но как биологический вид мы практически все одинаковые. И у нас проходят одинаковые нейрохимические, нейрофизиологические процессы в наших головах. И самое, наверное, знаковое из этих процессов – это когда нам кажется, что, вот знаете, есть нейромедиатор дофамин, который создает такой нейромедиатор, гормон предвкушения, ожидания, когда нам кажется, что вот что-то произойдет, и мы будем такие счастливые, и наша жизнь изменится. Как только мы купим новый телефон, мы будем более продуктивны, мы будем делать красивые фотографии и заживем. Да. Мы покупаем телефон, в нашу кровь выстреливает дофамин, мозг его получает. 5 минут, да? И все. Через буквально пару часов нам уже это неинтересно. И если говорить про манипуляции, то нужно начать с этого как раз-таки нейромедиатора, дофамина. Именно он руководит всеми нашими процессами. Это и мотивация, и желание, и предвкушение. И здесь нужно просто разделять дешевый дофамин и полноценный дофамин. Вот дешевый дофамин – это как фастфуд. Вы можете залететь куда-нибудь в Макдональдс, взять несколько бургеров, объесться, счастье, через пару часов вы голодны. И последствия. И последствия, да. Вот дешевый дофамин мы получаем постоянно из социальных сетей, когда мы скроллим ленту в Инстаграме, в ТикТоке, мы постоянно получаем дофамин. А почему? Там просто яркие картинки, они как-то на мозг действуют? Мы получаем некоторую, как кажется нашему мозгу, осведомленность. Полезно. Это эволюционный механизм, который, собственно, и дал нам выжить как биологическому виду. И, соответственно, эволюции заложено, что ты как бы в курсе новостей, почему мы так любим новости, почему мы любим происшествия, что где-то что-то происходит, я об этом знаю, и со мной все хорошо. И мозг устроен таким образом, что мы должны постоянно искать новую информацию. Но как только мы принудительно перестаем получать этот дешевый дофамин, эту информацию, и начинаем получать качественный дофамин, вот здесь начинает твориться магия. В этом случае мы
как потребители подходим более осознанно к покупкам. И самый простой вариант, особенно при принятии решений, это не поддаваться на дофамин, а попробовать эту покупку спланировать. Спланировать. Есть такое хорошее правило 3 часов. Когда ты берешь, что-то делаешь, приходит новая задача, видишь новую рекламу, получаешь какое-то новое желание, да, в голове, и ты не выполняешь его сразу. Ты даешь там... себе время подумать. Да, ты его можешь записать, забыть. И вообще это очень хорошая практика не решать дела сразу, а откладывать их на какое-то время, чтобы вот эти нейрохимические процессы чуть-чуть успокоились. И все решения, которые мы принимаем, скажем так, на нестабильном эмоциональном уровне, они все для нас плачевны. В плане каких-то там отношений, денег, лишнего веса. Да, я заметила, это у меня такое бывает. Это у всех бывает. И вот маркетинг, он построен исключительно на понимании нейрохимических наших процессов, нашей нейрофизиологии. Маркетолог, он как врач, он не может лезть в голову человека, не понимая, как оно устроено. Так же, как и врач не может... Компетентный маркетолог. Да. И вот в моей профессии это называется триггерный сценарий. Когда мы понимаем, что, например, есть какая-то аудитория, да, например, мамочки, у них есть какая-то проблема, да, то, что нам нужно с ребенком гулять, например, да, это все-таки какая-то рутина, какие-то переживания, да, какие-то там неудобно ее поднимать, неудобно там в люльку отдельно перекладывать в автомобиль, например, да, ну вот какие-то такие вещи. И моя задача как маркетолога понять эту основную боль и предложить как бы идеальный сценарий. Решение. Да, такое, пообещать эмоцию, что ты как бы можешь купить вот эту коляску там за 10 тысяч рублей, да, но посмотри, как люди живут с этими колясками за 10 тысяч рублей, да, какие неудобства, какие сложности, но покупая вот эту коляску за 50 тысяч рублей, ты будешь счастлива, тебе будет удобно, тебе будет комфортно, тебе будут завидовать. Завидовать — это уже серотонин. Сильная эмоция. Да, это уже прям нам хочется, нам нравится, когда нам завидуют. Мы безумно социальные. И загоняя человеку вот в эту выдуманную парадигму, мне просто нужно ему не мешать. Он сам все сделает. Он сам все сделает. Прекрасно, Дмитрий. А вот черные пятницы, распродажи, скидки, это тоже... Ну, это больше скорее экономическая модель, которая появилась просто потому, что в Соединенных Штатах Америки нужно было разгружать складские запасы перед Рождеством. Нет, то есть это настоящие скидки? Чаще всего да. Продать продукт с меньшей маржой выгоднее, чем хранить его до следующего года. Например. Там дело в объеме. Да, либо может случиться так, что он будет в следующем году уже не актуален. Но это один из таких методов. Мы должны понимать, что скидки для бизнеса это не всегда выгодно. И когда происходит какая-то скидка, мы должны сразу автоматически задавать себе вопрос, почему. Как потребители? Как потребитель. Я как потребитель, мне сложно верить, что я могу испытать те же качественные эмоции, если, например, передо мной будет стоять... Знаете, хороший пример. Вы приходите, например, в магазин, да, и лежат, допустим, я не знаю, пельмени за 300 рублей. А рядом лежат пельмени, и они стоят сегодня 129. Возникает вопрос, а что с ним? Да, у меня сразу возникает вопрос, так, просрочка. Может быть, партия какая-то странная пришла, может быть, там ее неправильно хранили, может быть, она уже на самом залежалась. деле нет? А мы не знаем. Всегда стоят какие-то причины экономически обоснованные. И надо все стараться объяснять себе с точки зрения экономики. Вот «Черная пятница», у нас это зашло, потому что у нас нет вот этого периода между Хэллоуином и Рождеством, да, когда прям взрыв покупок происходит. И в Штатах принято это компенсировать, мы просто эту модель как-то приняли, мы, и весь остальной мир.
В Китае, например, День холостяка так работает по своим причинам. А я, кстати, на Алике там закупалась в этот день. Поэтому скидки это не всегда плохо, бывает, это хорошая возможность купить какую-то крутую вещь, которая обычно стоит чуть дороже. Да, хорошая новость для мамочек. Спасибо большое, Дмитрий. Да, надеюсь, нам удалось раскрыть изнанку. Супер. Да, и мамочки больше не будут вестись так легко, а будут давать себе, сколько сказали, 3 часа? Ну, хотя бы 3 часа. Хотя бы 3 часа, чтобы эмоции улеглись. В идеале 3 дня. Хорошо, спасибо, Дмитрий. Супер. Подготовка к рождению малыша – дело не только очень приятное, но и затратное. И на некоторых вещах хочется сэкономить. Например, на пеленальном столике. Зачем он вообще нужен? Ну, чтобы не мучиться этим вопросом, лучше просто посмотреть нашу рубрику «Сказка для малышей». Перед рождением ребенка практически каждый родитель задумывается над покупками. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, кроватка или коляска. Но мало кто задумывается над приобретением пеленального комода. А нужен ли он? Давайте разбираться. Приведем одну очень интересную статистику. Практически 50% малышей не спят в своих кроватках. Остальная половина малышей прекрасно чувствует себя рядом с любимой мамочкой. Таким образом, часто бывает так, что кроватка просто простаивает. С пеленальным комодом такого никогда не будет. Приобретая пеленальный комод, он используется в 100% случаев. Как часто вы будете пользоваться пеленальным комодом? Та же статистика говорит, что очень часто. Менять подгузники, переодевать малыша, готовиться к купанию, умасливать его. И все эти процедуры нужно делать ежедневно. У пеленального комода одни только плюсы. Во-первых, пеленать малыша на обычном письменном или обеденном столе небезопасно. Можно воспользоваться обычной кроватью, но это так неудобно для вашей спины. Во-вторых, то место, которое займет пеленальный комод в вашей квартире, это 100% полезного пространства. И в-третьих, в будущем каждый пеленальный комод можно использовать как обычный бельевой и хранить там детские, а может даже и свои вещи. Я искренне за то, чтобы у каждой мамочки обязательно была эта полезная вещь. В последние годы появился спрос на услуги финансового консультанта. Экономический кризис и пандемия стимулировали нас всерьез задуматься о ведении семейного бюджета. Давайте поговорим простым языком об ипотеке, вложениях и инвестициях с экспертом. Гульмира Иванова – предприниматель, международный финансовый консультант, инвестор, автор курсов по финансовой грамотности, член Ассоциации независимых финансовых консультантов России. Гульмира, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы в компании сына к нам пришли. Как тебя зовут? Саша. Гульмира, у меня сразу такой вопрос. Муж работает, а жена красивая. Это правильно? Каждый человек уникальный, и у каждого человека свой выбор. Если жена красивая и муж работает, да, ну это их выбор. Я тут ничего сказать не могу, потому что каждый человек является автором своей жизни, да, но при этом, чтобы... Я всегда за то, чтобы у женщины всегда было хобби, чтобы она могла, если она захочет, уметь зарабатывать. Вот. Пусть на своем хобби это будет, да, чтобы это приносило ей удовольствие. То есть каждая женщина, по идее, ну, в моем понятии, да, она должна уметь зарабатывать. Прежде всего, как женщина. Да, как мать, как женщина, я говорю, чтобы каждая девушка, каждая женщина, чтобы она умела зарабатывать. Если даже вот прямо сейчас необходимости нет, в будущем, если она захочет,
она пусть на своих хобби, пусть на своих увлечениях, пусть даже бизнес строит. Вообще я считаю, что каждый человек, он уникальный. Если захочет, почему бы нет? Это очень... Я не согласна с тем понятием, что женщина должна меньше зарабатывать мужа и так далее. Да? Если хочет зарабатывать больше, то пусть зарабатывает. Ничего в этом такого нету. Да, правильно. А давайте перейдем к насущным нашим вопросам. Ипотека – это инвестиция или кабала? Ну, тут нужно посчитать. Это сплошная математика. Раньше, несколько лет назад, когда вот хороших кредитных условий не было в банке, это вот действительно была кабала. И в принципе лет за 8 можно было накопить, чтобы наличными деньгами, просто без кредитных средств, накопить те же деньги на квартиру и купить наличными. Но сейчас, на сегодняшний день, у банков есть очень хорошие предложения. И тут просто нужно на калькуляторе посчитать, насколько это будет выгодные инвестиции и так далее. Да. С учетом, возможно, у каждого свои же планы по поводу покупки недвижимости. Кто-то это в виде инвестиций покупает на этапе котлована, допустим. Да? Это хорошая инвестиция будет. Через 2 года этот человек продаст, и на этом, условно говоря, пусть будет даже 2 миллиона заработает. Даже если это было куплено на кредитные средства. То есть тут каждый случай индивидуален. И на сегодняшний день я громко заявлять не буду, что это кабала. Вот. Но тот дом, в котором ты живешь, и он куплен на кредитные средства, это не инвестиции, конечно же. Вот. Да, нужно быть честным. Но тут нужно смотреть еще психологические факторы. Потому что когда ты скитаешься по съемным углам, это влияет на климат семьи. Климат семьи, это, во-первых, и здоровье тоже. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Ясно. А как начать инвестировать при доходе в 30 тысяч? Это вообще возможно? Конечно. Вообще на рынке есть ценные бумаги стоимостью всего 1 рубль. Даже так. И я всегда за то, чтобы... вообще, с чего нужно начинать? Всегда мы начинаем... закрыть кредиты? Даже с кредитами можно на самом деле инвестировать. Тут опять же математика. Это просто обычная математика. Считаем, по какой процентной ставке у вас был приобретен кредит, сколько вы уже платили, сколько осталось платить. Вот это вот мы считаем, и после этого определяем, что мы будем делать. Инвестировать лучше, выгоднее будет, или же частично досрочно закрывать наш этот кредит. И чтобы сделать свои первые шаги в инвестировании, нужно начинать сначала с расходов. Вот у вас зарплата 30 тысяч рублей, и очень часто человек не знает, сколько у него расходов. И большинство людей живет не по средствам. Они зарабатывают 30, тратят 40. Давайте обратимся к моему опыту. Я, наверное, год или 2 забивала в приложение все свои расходы. У меня накопилось, я довольно дисциплинированный человек, у меня накопились портянки этих данных. Я застряла на этапе, а что с ними делать? Значит, сначала мы ведем расходы, записываем, и тут самое важное осознать то, что вот этот человек живет по средствам, или же все-таки уходит в минус. А если у меня доход нестабильный? Это можно запланировать. Это тоже все планируется. Нужно, если вы работаете за проценты, да, работаете на проценты, либо получаете зарплату, скажем так, раз в неделю, да кто-то вообще ежедневно получает. Это тоже вообще легко все запланировать. Ставишь сама себе планку минимальных продаж, допустим, если человек работает... жизнь вносит свои коррективы очень часто. Вот поэтому нужно поставить себе план минимальных продаж. Допустим, человек работает вот за проценты от продаж. И я, допустим, этот человек я. И я себе же задаю планку, вот я сегодня должна продать 10 продаж. Вот, сделать 10 продаж. И тогда я себе гарантирую какой-то минимальный оклад, скажем так, да, и высчитываю, сколько минимум продаж я в месяц должна сделать, чтобы у меня был вот этот вот минимальный заработок, который закрывает мои базовые потребности. Базовые потребности — это у нас что? Жилье и питание. Вот.
А потом я себе назначаю планку повыше, чуть-чуть побольше продаж я должна сделать. И вот таким образом я планирую весь год. Например, если я работаю за проценты. Вот. Мы возвращаемся к инвестициям. Да, вот мы расходы составили, узнали, что у нас выходит. После этого, если у нас вообще не остается по нулям в лучшем случае, да, что мы делаем? Конечно же, увеличиваем наши доходы. Без этого никак. Это дополнительные доходы могут быть. Да. Ясно. А вот инвестиции в ребенка? Что это? Инвестиции в ребенка, у меня, например, я свой пример расскажу, да. Дочка очень хорошо рисует, и мы в нее инвестируем, но при этом нужно соблюдать это очень тонкий момент, чтобы ей это нравилось. Мы на нее не давим, чтобы как вы в нее инвестируете? Я не совсем понимаю, как. Вводим на разные кружки по рисованию. Платные, да. Мы вводим ее, английский язык, допустим, программирование. Вот это вот все инвестиции в ребенка. Вот. И это в будущем даст возможность ей хорошо жить. Не нам, а ей. Вот. И чтобы в будущем она сама могла себя прокормить. И я как мама, как родитель буду уже спокойно спать и на старости лет путешествовать. И у них денег не просить. Саш, я слышала, что ты у нас с деньгами умеешь обращаться, да? Саша ходит в садик, ему 6 лет. На какую мечту ты копишь, Саша? Xbox. Хорошо получается копить? Молодец. Вы, получается, Сашу поощряете как-то деньгами? Я за то, чтобы у детей были карманные деньги. Потому что откуда дети могут взять деньги, если не у родителей? Особенно вот такие маленькие 6-летние садиковские дети. Дочка у меня тоже маленькая, ей 5 класс только, да, она работать не может, скажем так, да, она еще не того возраста, но тем не менее она свои первые шаги в зарабатывании денег тоже делает, продавая свои картины, например. И ежемесячно выделяю деньги карманные дочке и сыну. Сын, конечно, маленький, но так как он... Как зарплату? Как зарплату, именно. Просто потому, что они есть? Просто потому, что... Не за оценки, не Нет. Ребенок, чтобы стал финансово грамотным, он с маленького возраста, да, должен быть бюджет. И если даже он, допустим, не сделал то, что вы хотите, скажем так, за домашний, ведение домашнего хозяйства, хорошие оценки и так далее. Да. Вот. Независимо от этого, потому что если ребенок с малолетства не будет видеть деньги и как с ними распоряжаться, то в старшем, во взрослой жизни, да, ему также будет сложно считать деньги. Поэтому пусть будет это даже 1000 рублей, но ежемесячно ребенку нужно выделять эти деньги. При этом вместе с ребенком составлять его финансовый план. То есть, что это мы делаем? Конфеты, питание, вот это вот, чипсы, все, да. Мы планируем, вот сколько уйдет на это. И еще благотворительность обязательно. Из этих карманных денег, либо там, пусть будет игрушки в хорошем состоянии, книжки. Мои дети, они помогают этим. То есть у ребенка тоже это нужно взращивать, благотворительность. И помимо этого, вот мы с прошлого месяца или 2 месяца назад, в общем, в этом году с дочкой договорились, что она будет из своих карманных денег и из тех денег, которые она будет зарабатывать, откладывать на свое будущее образование. И неважно, сколько это, какой размер, да, пусть будет это 50 рублей, пусть будет 100 рублей, просто чтобы она знала, что она работает над своим будущим. Спасибо большое, Гульмира. Вот. Очень ценный пример, надеюсь, он нам пригодится. Дорогие мамы и папы, я надеюсь, этот выпуск был для вас полезным, и вы начнете вести семейный бюджет. С вами была Вика Андреева и шоу «Мы справимся». Уникальный дизайн, высокое качество, комфорт и выбор. Уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Happy Baby. Ждем вас в торговом центре «Ураса Молл», 3-й этаж.